Основной удар разбушевавшаяся стихия нанесла по Гудаутскому району. Более 200 домов пострадало в самом городе. В сети публикуют фото и видеокадры наводнения. На некоторых из них жители стоят по пояс в воде. На улице Кяраз многие дома оказались затопленными. В считанные минуты протекающая здесь речушка Кистрик превратилась в бурный поток. Уровень воды поднялся почти до 2 метров. В час я уже легла, и сын говорит: мама, мы тонем. Говорит, встали мы заехали, отворнуться. Давай, говорю, ковры будем поднимать. Только успели ковры поднять, и все. И мы поднялись уже наверх. 4-я ступень была затоплена. Потом поднялась до 2-й площадки там. Когда стала опускаться с лба, вот все холодильники перевернутые, как будто бы водоворот был. Телевизор, 2 холодильника, морозильник, стиральная машина. Перед нами вот один дом наш, сзади один дом еще, этот дом, который я знаю, это дом. И ниже туда, к морю. Вот так выглядит дом после большой воды. Разруха, поваленные заборы, затопленные огороды. Люди пытаются просушить автомобили на солнце. От ила и грязи еще долго придется отмывать дома и дворы. Почти все, что нажито, на выброс. Часов 12, как дождь начался, и до 4 почти дождь шел. Мы уже вышли, посмотрели. До 4, конечно, мы вышли, но ужас, что здесь вообще, мы такой первый раз видим. Бытовой нету, стиральки, стиральной машины, мягкая мебель. Что, вот сами видите же. Но не зря говорят, в темные времена видно светлых людей. Уже сутки сотрудники МЧС и сами жители борются с последствиями непогоды. В спасательной операции задействовано 7 единиц спецтехники, 45 человек поисково-спасательной части города Гудаута, а также поисково-спасательные отряды Гагры и Сухума. К счастью, человеческих жертв нет. Затопило очень много домов. Сейчас очень тяжело давать оценку ни в суммарном, ни в количестве, потому что по нашим примерным подсчетам более 200 домов. Это в каких районах? В городе Гудаута и в одном селе Хипста более 15 домов. Но глава сразу собрал рано утром отдел архитектуры и вообще вся администрация собралась. Был оперативно создан штаб, было 3 группы комиссии, которые выехали по месту, актируют, фотографируют, записывают. И потом вот это пакет документов будем отправлять руководству страны, потому что наш бюджет с этим справиться никак не может. Помогаем, кому сигнализационная машина нужна, кому, я не знаю, лодочки нужны, кому дружба нужна, то, что можем. Госинспекция по маломерным судам МЧС Абхазии настоятельно не рекомендует гражданам и гостям страны купаться в море в ближайшие 2 дня, пока оно не очистится от наносов горных рек, вызванных прошедшей непогодой. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.